Когда я говорил, что Международное бюро по правам человека в Казахстане, возглавляемое Жовтисом, это рассадник ваты и сепаратистов, мне тогда говорили: ну ты, Маргулан, вообще уже со своей паранойей, тебя послушать все кругом вата. А я тогда говорил, я как-то даже изучил их кадровый состав национальный этого бюро, центрального офиса в Алматы. На 21 человек работников только 3 было казахов. Что странно, да, в Алматы, учитывая, что Алматы 80% как минимум казахтар. И вот на 20 человек только 3 казаха, это, ну, разве это норма? Но это ладно. Жовтис, это Барейка, это Сермухамедов, это Крестьянский, это Дуванов. Это все вот приживало в этом бюро. И говорили: ну ты докажи, что ли, как-то. Я несколько раз доказывал, сегодня в очередной раз. На днях через Мажилис прошел законопроект, ушел в Сенат о мирных шествиях, митингах. Рассматривается сейчас в Сенате. В Мажилисе в целом прошел нормально. Достаточно по нашим меркам либеральный законопроект. И вот кто против его принятия? Бюро Жовтиса во главе с ним самим. Знаете, почему он против? Что он хочет, чтобы ввели в этот закон? Разрешить гражданам, иностранцам, проживающим в Казахстане, проводить шествия, митинги, собрания с выдвижением каких-то требований к властям. И учитывая, что недавно в России решили давать в упрощенный порядок гражданства русским, проживающим в республиках Казахстане, Молдове и еще где-то, в 3 или 4, Украине и Беларуси, и это в июне у них уже будет принято, в июле. Представьте себе, граждане Российской Федерации у нас будут проводить митинги и с политическими требованиями. Это доказывает, я говорю, что Жовтис это российская консерва, это путиноид, это агент. И чаще не верят. Вот эта его позиция, демарш, он с этого слушания, когда проводились, и он пытался внедрить свою концепцию, этот пункт в закон, он в истерике выбежал из зала, хлопнул дверью. Почему? Почему Жовтису надо наделить иностранцев правом проводить здесь у нас в Казахстане шествия, митинги? Зачем это Жовтису? Потому что он агент